Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Во время одной из наших недавних прогулок в крепость Инкерман я уже упоминал о том, что некоторые европейские путешественники позапрошлого столетия называли долину реки Черной одним из самых красивых мест во всей Европе. Здесь приятно побывать в любое время года. И сегодня я приглашаю вас в очередную прогулку по этим местам, к малоизвестным и малоисследованным памятникам Чернореченской долины. Крымская река, что носит в наши дни название Черной, на картах прошлых лет встречается под разными наименованиями. Наиболее старая из известных ее имен – Казыклы-Озен, то есть с крымско-татарского «река, перегороженная кольями». Вбивать в речное дно деревянные колья жители прибрежных сел могли и по разным причинам. Например, это делали для устройства запруд, чтобы отводить оттуда воду на полив садов и огородов. Колья вбивали в дно и при строительстве водяных мельниц, и для укрепления берегов, чтобы весеннее половодье не размывало сельских улиц и домов. Еще одно старое название этой реки – Бийук-Озен, то есть попросту «большая река». Несмотря на свою незначительную длину, Черная вполне заслуживает такого названия, ведь это одна из самых полноводных рек Крыма. В ней течет в 1,5 раза больше воды, чем в Салгире, и она никогда не пересыхает летом. А нынешнее название реки, Черная, закрепилось на картах середины XIX века. Оно не имеет ничего общего с цветом воды или берегов и является просто переделанным на русский лад словом «чоргунь». А Чоргунью, в свою очередь, называлось большое село, что стояло выше по реке в 10 километрах от Инкермана. Село Чоргунь, современное Черноречье, расположилось в красивой и плодородной горной котловине. В позапрошлом веке его называли одним из лучших крымско-татарских селений, как по добротности здешних построек, так и по опрятности улиц и жилищ. Столь же зажиточной Чоргунь была и за 2 века до того, в 17 столетии. По описаниям, она походила скорее на небольшой городок, чем на деревню. Ведь тут, помимо 1,5 сотен каменных домов и соборной мечети, имелась даже своя общественная баня, что для сел было редкость. До наших дней в Черноречье уцелело не так-то и много старинных построек, и одно из таких сохранившихся сооружений заметно издали и привлекает всеобщее внимание. Это Чоргунская башня. О ней ничего толком не знают экскурсоводы, и даже ученые-исследователи теряются в догадках о точном ее происхождении. Что ж, тем интереснее нам будет познакомиться с этим малоизученным памятником истории и архитектуры. Башня стоит прямо в центре села. Ее мощные 12-гранные стены возвышаются на 22 метра, а толщина их составляет местами до 3,5 метров. Кое-где стены прорезаны узкими окнами. На уровне 2-го этажа заметна дверь, а верх постройки увенчан своеобразной зубчатой короной.
Если подробнее присмотреться к деталям, становится заметно, что кладка стен весьма искусна и сложна. Она выполнена из дорогого тесанного камня, узор кладки которого затейливо переплетается на углах всех 12 граней. Столь же тщательно выложен и каменный венец наверху. Это не что иное, как кронштейны, на которые когда-то опиралась самая верхняя часть башни – круговой каменный балкон с зубцами. Кое-где видны участки современной кладки. Это попытка реставраторов приостановить разрушение здания. Осыпавшиеся провалы в стенах замурованы, дабы несознательные граждане не устраивали внутри памятника архитектуры свалку, что, увы, имело место в недавнем прошлом. Потому интерьер башни теперь скрыт от всеобщего обзора. Но если бы мы могли заглянуть внутрь, то увидели бы, что нижний этаж здания занят обширной цистерной. Она заполнялась родниковой водой, что поступало сюда с гор по подземным гончарным трубам. Выше, на 3 этажах, заметны следы камина, ниш для стенных шкафчиков, лестниц, межэтажных перекрытий. Как писали очевидцы, еще в XIX веке деревянные детали внутреннего убранства были в отличной сохранности. Однако кто и для чего возвел это весьма дорогое, прочное и столь искусно выстроенное сооружение? На первый взгляд, чургунское укрепление очень похоже на башни генуэзских крепостей в Алуште, Судаке, Чобан-Куле, а особенно в Балаклаве, что стоит всего в 8 километрах отсюда. Но генуэзцы всегда строили свои крепости на вершинах гор у самого берега моря, а Чургунская башня стоит в речной низине далеко от побережья, и горы поднимаются над ней со всех сторон. Кроме того, все известные в Крыму генуэзские башни круглые или квадратные, а Чургунская – 12-гранная, что не характерно для генуэзских строений. Звучали предположения и о том, что башню могли построить во времена княжества Готии, которое до 1475 года владело здешним краем. Правители Готии действительно возвели в горном Крыму десятки небольших крепостей, укреплений и укрытий, но Чургунская башня отличается от этих простых и грубых построек еще сильнее, чем от генуэзских. В XIX веке среди местных крымских татар сохранялась память о том, что башню выстроили турецкие власти. Как рассказывали чургунские старики, она была возведена местным пашой при помощи некоего богатого человека по прозванию Кара-Кади. По словам рассказчиков, местные жители укрывались в этой башне от набегов черкесского племени Чавка, которое громило Чургунь, приходя сюда с южного берега. То, что строителями укрепления могли быть именно турки, вполне возможно. Изначально башня стояла не в одиночестве, а соседствовала с большим деревянным домом. Это был высокий и роскошный дом в турецком стиле, с галереями и верандами. Во дворе его был устроен обсаженный тополями бассейн, который наполняли, видимо, те же самые родники, что сейчас питают колодец на Сельской площади. Это большое и давно уже разрушенное здание, что когда-то было пристроено к башне, называлось домом Паши. С одной из его верхних веранд к башне перекидывался подвесной мостик, который и позволял войти в дверной проем укрепления. Известно, что в 17 веке домовладельцами здесь были некие Мустафа-ага и Мехмет-ага, которые предоставляли пищу и ночлег всем путешествующим через Чургунь. Но все же, от кого владельцы дома укрывались за 3-метровыми стенами, запасаясь многомесячным запасом воды? Совершенно точно, что не от черкесов. Ведь хорошо известно, что кавказские горцы никогда не совершали военных походов в эту часть Крыма. Единственные, от кого обитатели села действительно могли отгораживаться каменными стенами, это запорожские казаки. В начале 17 века вооруженные флотилии больших казацких лодок, так называемых «чаек», высаживались на крымских берегах чуть ли не ежегодно.
Иной раз казаки приходили мстить за ханские удары по украинским селам, другой раз просто в погоне за добычей, а порой и будучи наняты соперничавшими в Бахчисарае претендентами на ханский трон. Как правило, казаки громили лишь прибрежные села, но изредка пробивались и вглубь полуострова, стремясь захватить ханскую казну, которая хранилась в крепости Мангуб. Иногда им это удавалось, и нет сомнения, что большое и богатое село Чоргунь, лежавшее как раз на полпути от побережья к Мангупу, сильно страдало от таких нашествий. Потому, пожалуй, будет уместным предположить, что именно на такой случай чоргуньский паша и выстроил свою башню, способную выдержать и обстрел, и осаду. А если вспомнить о том, что украинских казаков в старину нередко называли черкасами, то, возможно, откроется и тайна странного предания о черкесских набегах на Чоргунь. Ведь если в действительности речь в ней шла не о загадочных черкесах Чавка, а о черкасских, то есть казацких чайках, то старое предание обретает вполне реалистичный смысл. Неизвестно, довелось ли Чоргунской башне хоть раз выдержать осаду запорожцев. К середине XVII века, особенно после союза Крыма с Хмельницким, казацкие морские походы на полуостров прекратились. Зато ей довелось поучаствовать в сражениях более поздних эпох. В 1854 году, во время Крымской войны, на крыше Чоргунской башни стояли русские пушки, которые обстреливали английские и итальянские войска, что расположились на противоположном берегу реки. А зимой 1942 года башня выдержала, пожалуй, самый ожесточенный бой в своей истории. Советский разведывательный отряд, зашедший в тыл германских войск, был обнаружен противником возле Чоргуни. Разведчики укрылись в стенах башни и стали отстреливаться из бойниц. Окружив строение, немецкие войска попытались выбить их оттуда, обстреливая из пулеметов и минометов, а затем подогнав и танк, который дал залп по стенам башни. Перестрелка продолжалась всю ночь, а утром подошло советское подкрепление, и нацисты отступили. Старые стены успешно выдержали обстрел современным оружием, хотя и не бесследно. Поверхность камней до сих пор покрыта следами от пуль, а в нескольких местах старая кладка со временем обрушилась. В окрестностях Чоргуни в прошлом существовали и другие старинные постройки, как, например, каменный мост в 4 пролета через реку Казыклы-Озень, построенный в 17 веке ханским визирем Сефер-Гази-Агой. Этот мост до наших дней не сохранился, но зато на реке, неподалеку от села, имеется другое, весьма любопытное сооружение. Затерянное среди речных зарослей, оно производит впечатление глубокой древности, чем-то напоминая древнеримские сооружения. Но перед нами не остатки римских строений и не Визирский мост. Это постройка XIX столетия, и является она ничем иным, как акведуком, то есть каналом для пресной воды. Этот старинный водовод был построен в 1830-х годах английским инженером на русской службе Джоном Аптоном для того, чтобы доставлять пресную воду в ремонтные доки Севастопольского порта. Она требовалась там для того, чтобы, подержав некоторое время в пресной воде парусные корабли, избавиться от морских червей, разъедавших деревянную обшивку. Своих родников в Севастополе не было, и потому воду доставляли по трубам и каналам от горных источников за 18 километров от города. Там, где водотоки пересекали балки или реки, для них строились подобные арочные акведуки с желобом наверху. Остатки этих конструкций еще сохранились кое-где в Севастополе, но наиболее впечатляющие из них можно видеть здесь, на реке Черной. Река Казыклы-Озень, она же река Черная, несет свои обильные воды по одному из самых красивых и самых богатых историческими памятниками уголков Крыма. Когда-нибудь, в пору цветов и зелени, мы еще вернемся в эту долину для того, чтобы полюбоваться ее пейзажами. А сегодняшнее наше путешествие подошло к концу, и я прощаюсь с вами до очередного выпуска прогулок по Крыму.